Добро пожаловать в Требине, один из самых красивых городов Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, бывшей Югославии и этой части Европы. Мы прогуляемся по красивым линиям деревьев. В центральной части парка находится памятник бойцам Второй мировой войны, который утопает в зелени. Рядом с памятником находится культурный центр Требине, место проведения большого количества концертов. Из парка выходим к храму Преображения Господня, красивая церковь, напротив которого находится великолепный памятник сербскому патриарху Павлу. На мой взгляд, гораздо красивее, чем в Белграде. Насладитесь красотой собора в Требине. Дорого ведет меня дальше к памятнику великому сербскому поэту Jovanu Dučiću, родившемуся в Требине. Помимо того, что он был поэтом и писателем, он также стал академиком и дипломатом, и на свои средства он построил для своего коллеги памятник. Это еще один исключительный сербский поэт Петер Петрович Njegoš, которого я покажу вам чуть позже. Кафе и рестораны почти переполнены, и за несколько часов свободного места не найти. Люди совершенно расслаблены, наслаждаются кофе и беседой, погода хорошая, женщины очень красивые, еда и напитки вкуснее, так зачем кому-то возмущаться? Здесь находится памятник Njegošu, лично финансируемый Jovanom Dučićem. Хороший подарок родному городу. Я продолжаю свою экскурсию из старого города, окруженного стенами. У самого входа меня встречают кафе и рестораны. Непринужденная обстановка, я чувствую себя на море, а это каких 30 километров отсюда. Справа самый известный кондитерский ресторан, знаменитый Грек. В любое время дня и ночи вы не найдете здесь место, чтобы присесть. Вам придется некоторое время ждать, пока освободится столик. Как видите, дома сделаны из камня, а вам можно выйти на реку Требишница и взять на прокат лодку.
Гуляя по городу, я натыкаюсь на множество достопримечательностей и старинных зданий. Еще одно место, которое я бы посоветовал вам посетить, это знаменитая Чевапчиница, ресторан возле Муры. Возьмите специалитет 10 чевапи пополам с луком, и вы будете очень благодарны. Я снимал все это утром, так что в кафе и ресторанах большого скопления людей не бывает. Но если вы приходите днем или вечером, то ситуация совсем другая. Продолжали прогулку по старому городу в сторону музея Герцеговины. Перед музеем есть очень интересные объекты, но музей закрыт, поэтому я не смог ничего зафиксировать. Насколько я могу видеть сверху, что-то происходит на соседнем мосту. Я прогуляюсь, чтобы посмотреть, что это такое. Сегодня будут прыжки с моста. Есть и прыгуни, которые немного разминаются перед соревнованием. Я узнаю, что конкурсанты со всей Босны собираются и покажут свое мастерство перед жюри и зрителями. Река Требишница очень холодная и не очень глубокая, поэтому каждый прыжок опасен. Пока идет подготовка к конкурсу, я совершу небольшую прогулку по городу и сделаю еще несколько красивых кадров реки Требишница.
Ниже по течению находится старый мост, знаменитый мост Арслана Агича. Он был построен в 16 веке с очень интересными конструкциями и необычными арками. Вид с моста фантастический. А на холме над мостом находится великолепный монастырь Hercegovačka Gračanica. Монастырская церковь является точной копией церкви монастыря Gračanica из Косово и Метохии. Он был построен в 2000 году с желанием исполнить волю поэта Йована Дучича, останки которого были принесены из Америки и похоронен в крипте церкви. Основателем храма является Бранко Тупанец, уроженец города Билече, проживающий в Чикаго. Насладитесь прекрасным видом на Hercegovačku Gračanicu и город Trebinje. Рядом с городом находится монастырь Tvrdoš, славится своим вином. К сожалению, видео здесь запрещен, поэтому вам надо придется посетить этот красивый монастырь самостоятельно. А мне надо немного отдохнуть, и я приехал в необычный ресторан, знаменитый ресторан Studenac. Помимо исключительной атмосферы, для каждой рекомендации есть также час для гурманов. На возвращении в Trebinje мне оказывалось совсем другой ситуации. Соревнования по прыжкам в воду только начались. Собралось большое количество зрителей, и старых, и младых. Есть телевизионщики, жюри, полиция, и все с нетерпением ждут начала соревнований. В ознакомительной части конкурса дети исполняют акробатические прыжки. Браво, ребята! И вот первый прыжок. Браво, молодец!
А вот как это выглядит с позиции под мостом. Часть реки была перекрыта дамбой и построен городской бассейн. Вечер медленно опускается, и кафе и рестораны медленно заполнятся. Я еще немного прогуляю по городу, а вам советую приехать в Требине, увидеть красоту и хороших людей. Этот город очень красивый, и вы прекрасно проведете здесь время. С уважением, из Требини.